или соскучились? Мы тоже ждали этой встречи. Это новый выпуск «Детали не формат». Блогерам о блогерах и простым людям тоже о блогерах. И самое главное, это первая передача, выпущенная каналом 4К. Правда, разглядеть каждую мою веснушку ты сможешь только если смотришь этот выпуск на ютубе. Ну а если твой старый голубой телек все еще не барахлит от засилья блогеров нашей передачи, то милости просим подойти поближе к телевизору и, конечно же, не отрывать глаз, а то кто знает, что пропустишь. Нажимаем «Войти», и вот что нас сегодня ждет. Время пострелять. В интернете мы герои, а если по-настоящему? Музыка нас связала, главное, пой что душе угодно. Никаких усилий, шикарное тело – это залог успешного блога? Мне только пранкануть. Перерождение старого формата розыгрышей. Это и многое другое прямо сейчас, не обновляй страницу. Блогеры уже устроили свой звездный час, правда, пока в интернете. Увы, в телеке все по тайму, придется подождать. Давай-ка посмотрим, что было интересного в новостях Коми за прошедший сентябрь. Студия «Мельница» подала новые иски на предпринимателей из Коми. Да, и такое бывает. Та самая, между прочим, студия, которая подарила нам очень много культовых мультфильмов нулевых. В основном о богатырях, а сейчас уже делает на протяжении не одного десятка лет Лунтика. И очень не любит бизнесменов, которые незаконно используют ее персонажей. Вот вроде и забавно, их мультики знают все, а вроде и авторское право. А вообще столь предприимчивым торговцам я бы просто предложил переименовать Лунтика, ну там, Шмунтика. Ну и там третий глаз ему пририсовать. И считай уже все. Не плагиат, а авторская интерпретация. Все, используй как хочешь, но вообще лучше, конечно, не судиться. В Коме мужчина выстрелил в своего друга, приняв его за медведя. И сразу уточню, что так называемый друг остался жив. Но ситуация максимально комичная. Если коротко, охотник испугался шороха и выстрелил в сторону звука. А там мимо отнюдь не зайчик пробегал. К слову, в правилах запрещено стрелять на всякие там шорохи и нечетко различимые цели. Конечно, все это может и сказки, и может герои новости просто немного повздорили или играли там в дуэлянтов, а потом, чтобы не было последствий и прочих ненужных вопросов от правоохранительных органов, они там насочиняли всякого, но, увы, правду знает только пуля дура. А закончим хорошей новостью. Объем поставок грибов из Коми в Европу оценили в $500 тысяч. Ну что, вам мало леса, газа, нефти? То-то я думаю, чего это у нас сезон не особо грибной-то был. А вообще классно, что наша родная Коми за бугром будет славиться не только шайнгами. Но самое главное, что в новости не уточнили, а какие-то именно грибы будут возить в Европу. Видимо, история умалчивает. Новости вспомнили, теперь к нашему любимому интернет-блюду – блогерам. Уже более 5 лет он ведет свой игровой блог. И вроде бы парень взрослый, а все играет в свои войнушки-стрелялки. А действительно, может оно ему на пользу. Давайте-ка проверим Кейсера. А что, если оружие будет настоящим? В гостях у нас Виталий Паршуков, он же Бонки. Приветствую. Я тебя неспроста, Виталий, позвал вот в тир. Ты один из самых известных кейсеров, если так, это не оскорбительно хотя бы звучит? Немного оскорбительно. Один из самых известных игроков в КС по республике. У тебя почти 400 тысяч подписчиков на YouTube-канале. Поэтому вопрос. Играть в компьютерную стрелялку то же самое, что по-настоящему стрелять? Я не знаю, наверное, нет. А ты когда-нибудь стрелял в тире? В тире пару раз. ОБЖ проходил еще. Но опыт есть какой-то, помнишь? Конечно, нет. Конечно, нет? Но я думаю, сложнее будет. Угу. Но в PUBG тоже сложно стрелять, поэтому. А своим блогом ты вообще зарабатываешь? Ну, раньше, да, сейчас тоже немного, но другим сейчас занимаюсь. А чем, если не секрет? Фриланс. Фриланс? Ну, что, в каком? Во многих. Ну, секрет. Секрет, хорошо, для маленькой компании. Почему ты, вот сколько ты вообще играешь в КС уже? Около 8 лет, наверное. Около может, 8. чуть больше, И что может, тебя так чуть меньше. привлекло к этой игре? Сидишь дома, никто тебя не трогает. А у тебя бывает вот такое, не знаю, допустим, у тебя какая-нибудь максимально длинная катка или вот прям Конечно. Марафон игр, и ты не можешь отрывать попу, да, от своего места, где играешь там? Да. От слова совсем. Бывало А такое. как ты тогда там покушать, какие-то еще дела Не сделать? покушать. То есть на полном серьезе? Серьезно. А с какими вообще КСерами ты знаком? Вот российского уровня? Российского? Да. Ну, с сахаром. Еще есть? Да со всеми знаком. А они тебя вот сами как бы позвали в свою комьюнити или нет? Нет.
сам напросился? Мы одни из первых, типа, в КС с Сахаром были. Изначально, ну, в блогинге. Как ты относишься к тому, что сейчас вот Министерство спорта, например, России там сделали киберспорт официальным спортом? Только рад этому? И будешь дальше участвовать или? Конечно, нет. Почему? Да меня не возьмут, я же уже все. Я типа, Там возрастной ценз я уже какой-то плохо играю. Ну, для такого уровня я и не играл особо. Хорошо. А какая твоя любимая киберспортивная команда по КС? Огурцы. Огурцы. Да. Профессиональная, если команда, то... Ну, Нави. Пусть будут Нави. Нави. Сейчас можно, да, за Нави последить. Готов взяться за оружие? Готов взяться. Все, погнали. Вы в гостях у Федерации пулевой снарядовой стрельбы республики. Отлично. Это самое главное. Это значит, что тебя выгонят при первом неправильном попадании. Куда? Я шомпол возьму сейчас. Как только не попал, так шомполом. Ну... Значит, показываю. Один раз. Встал на обе ноги. Пистолет берется правой рукой. Не так сжимаем, что аж вот так вот, чтобы пальцы белели, чтобы он еще больше трястись. То есть спокойно, не слабо, чтобы он тоже как птичку. Левая рука, что один болдала себе в карман или назад. Поза. Сейчас покажу, как прицеливаться. Все, выжимаем и держим. Самое главное, при нажатии на спусковой крючок мы должны видеть вот эту вот картинку. Здесь все прямо, все. И без напряжения, не надо. Спокойно. Он стрелять не будет, он не заряжен. Все, пробуем? Конечно. Так, еще раз. По-моему, там все яблочко. Никит, не хочешь стать яблоком? Нет яблока, случайно? Это значит, что я попадаю или нет? Ну, похоже. Ладно, один попал. Это уже грубая ошибка. Ну, почти. Почти попал, ребят. Девятка. Это точно в нос, если что. У меня осталось 2 попытки. Я уверен, что он уже победил Да какой? заочно. Нет. Сейчас момент истины. 3 грубые ошибки, братан. 3 грубые ошибки. Ну все. 3 грубые ошибки. Нет? А у меня была вот ошибка. Оно покруче? Нет. Поправить-то можем всегда. Грубая, братан. Покруче это лучше, чем все ваши серии, которые вы стреляете. Даже лучше, чем вот здесь. Да. Все, отдавай свой канал. Не может быть. Старая притча, не спорь с тренером никогда. А, так я не спорю. Стрельба затягивает, вы учите. Ну давай, расскажи впечатление. Понравилось? Конечно. И самое главное... Я тебя сделал, мне Ты понравилось. Отстань, не говори это, не произноси. Просто скажи, есть отличия от компьютерной игры? Конечно, и есть. По-настоящему? Конечно, есть. Еще какие? И вот если все-таки теперь у тебя есть какой-никакой опыт, если вдруг что-то произойдет, ты сможешь защитить страну? Если тренироваться, конечно, я буду намного лучше. Это везде, и в КС тоже надо тренироваться, чтобы быть лучше. И да везде вообще, в любой сфере жизни, ребят. Надо просто тренироваться. Время этому уделяешь время, и все, вот тебе и плоды. Все, спасибо большое, Виталий, за это интервью. Как вы видите, любой человек может заняться всем, чем хочет, лишь бы умел и хотел и тренировался, да? Ну а мы возвращаемся в студию. Блогеры сами решают, о чем им рассказывать в интернете, ведь по ту сторону всемирной паутины можно, ну, почти что все. Как снимать, это тоже пускай блогеры решат. Вот у меня, например, уже рука устала снимать на телефон. Телек пришел на помощь и кинул мне палку. Спасательную, с экшн-камерой на перевес. Посмотрим, что из этого получится. Лайфстайлер это мы уже слышали и видели, и даже уже как-то приелось. А вот если ты еще и музыкант, вот это уже другой разговор. Виктория Огородникова, встречаем. Так, Вика, расскажи, вот у тебя есть Инстаграм. Почему ты вообще решила его развивать? В каком у тебя жанре он? Инстаграм для музыки, выкладываю туда свои каверы, авторские песни и просто свою жизнь в сторис. Мне просто это нравится. Вот у тебя пока еще не так много подписчиков в Инстаграме, но я так понимаю, ты активно будешь в него вкладываться, да? Да. Развивать. Я Для хочу, чего? Я хочу, чтобы это просто было основным моим хобби, заработок. Мне нравится делиться с другими людьми, своим творчеством, просто своей жизнью. Когда ты начала заниматься музыкой? Почему? Вообще, я с 1 по 5 класс училась в музыкальной школе, но по факту мне это ничего не дало, кроме до ре ми фа соль си.
Поэтому, да, и негатива к музыке. Потом на 2 года потом ушла из музыки в конный спорт, да. И в 14 лет я решила, что я хочу играть на гитаре. И начала учиться. У тебя, может, были какие-нибудь наставники или там Мой папа. родители? Мой папа. Папа, да? Папа у меня музыкант тоже. И тоже в моем возрасте сочинял свои собственные песни. И гитара, первая, на которой училась играть, была его. Он мне показал основы, то есть первые аккорды. То есть ты прям играла на его гитаре? Да, первый год. Окей. Потом он купил хоть Потом- свою тебе? Нет, потом, да, мне подарили свою уже собственную гитару на день рождения. Вот ты, помимо того, что играешь кавер, ты еще и свои песни сочиняешь. Сторис в инстаграме, чтобы ты их посмотрел. Выкладываю будни, типа интересный день. И всех ищу именно тебя. Кажется, я тобой пьяна. Скажи, пожалуйста, вот насколько ты свою музыку оцениваешь? Давай вот по шкале шакалов. Играю на гитаре, вот честно, на 5, потому что я не хочу развивать как-то прям суперские какие-то офигенно профессиональные там штуки. Мне нужно, для меня гитара — это просто как аккомпанемент для меня. То есть да, я что- правильно понимаю, что мы вот здесь ставим 5 шакалов? Да. А именно как свои песни, ну, я на 7 оцениваю. Ну, 7, 7 шакалов. Да. Итого сколько? У меня с математикой плохо. Я Все, математику это не пусть сдала. считают наши зрители. Ты сегодня пришла при этом не с гитарой, с укулеле. Вон она, торчит у тебя. А скажи, в чем отличие между гитарой и укулеле? Почти ни в чем, кроме того, ну, это, в принципе, разные инструменты, но оба они струнные. Укулеле, она идет в тональности выше, чем гитара. То есть она идет в тональности сопрано, и как бы это единственное, в принципе, отличие. Ну и размер, укулеле меньше. Сможешь тогда что-нибудь сыграть Конечно, и научить меня? конечно. Погнали? Погнали. Что делаешь? Настраиваю. А так можно было? А так можно было, да. И звук колес от поездов стал чем-то для меня родным, как и ты. Все рассветы, что встречали мы, станут нашими. И звук колес от поездов стал чем-то для меня родным, как и ты. Все рассветы, что встречали мы, станут нашими. Приезжай, покажу тебе закаты, покажу тебе рассветы и тюльпаны, покажу тебе дожди и солнце, я покажу тебе любовь. Хотелось бы похлопать, но у меня рука занята GoPro-шкой. У нас, конечно, ни детали, ни формат музыка, но я думаю, ты однозначно приглашена. Вообще, вот как ты этот ритм выдерживаешь? Все-таки мы на улице находимся. Немножко нестандартная для тебя обстановка, да? Нет, я музыкант уличный. Хочу проверить твою способность к музыке на высшем уровне. Ты вообще кого-то учила играть? Да. Все, давай. Смотри, вообще на укулеле есть максимально легкие аккорды, то есть, например, 2-й лад. Вот, просто вот это Подожди, вот. как они начинают? Это 2-й лад дальше? Вот 2-й лад. Вот. Это вот то, что он здесь Вот находится? лады. 1-й, 2-й, Первый, 3-й, 4-й, и так они идут. А, вот всё, подряд. понял. Вот. Мгм. Просто зажимай верхнюю струну. Просто зажим, ты ее не зажимаешь. Вот. Зажми и попытайся ее. Нет, еще сильнее зажимай. Вот это теперь звук. А теперь проведи просто по струнам. Вот это аккорд АМ. укулеле, понятно. Окей, а хоть что-то простое я смогу сыграть? Кстати, если просто провести по струнам, не зажимая ничего, это тоже аккорд. Не помню какой, но какой-то аккорд. Но ты сама это все учила? Ну У тебя да. не было учителей? Да, не знаю. И Интернет. интернет в помощь? Держи. То есть я правильно понимаю, что сейчас вот даже благодаря, тем более благодаря развитию интернета, можно выучиться во всем? Да, конечно. Главное желание. Главное — желание. И вы, ребята, запомните это навсегда. Если вы захотите развиваться, главное, чтобы у вас было Идите ко желание. мне на уроки. Сотка в час. Ну, или таким макаром, да. Что ж, спасибо тебе большое, Вика, за это интервью. Ну, а мы возвращаемся в студию. Домашняя самоизоляция уже прошла, а вернуть прежнюю форму не получается. Поверь, ни у одного меня такая проблема. А вот, например, наш следующий гость даже не парится об этом, ну, совсем. Еще и рассказывает о своих достижениях в блоге. Сейчас будет дразнить зрителя Евгения Чуракова. Берем штангу и смотрим. Смотри, Жень, ты поддерживаешь свою форму. Расскажи коротко вот о своем типичном обычном дне. Мне кажется, ты знаешь, потому что ты подписан на меня, смотришь, да? А если серьезно, я встаю достаточно рано,
Ложусь тоже рано, примерно в 10 часов я уже сплю всегда. Если ребенок укладывается в 9:30, то значит уже в 9:30. Встаю я рано, где-то в 4 часа, ну, может быть, в 4:30 утра. Вот. И сразу на пробежку. Практически. Я сначала делала многосоставную гимнастику, там вакуум, все вот такие вот штучки. Потом обязательно пробежка. И параллельно готовлю завтрак, обед, ужин. Подожди. То есть ты бежишь, у тебя вот здесь Нет, плита, ну, конечно, да, я на левой? утрирую немножко. Я закинула все. Нам нужны подробности твоей жизни. Ну что там, сварила кашу, яйца, сама побежала на пробежку. Правильное питание – это залог хорошей формы? Обязательно на все 100%. Никакие изнуряющие диеты, никакие силовые тренировки там, или кардио и бла-бла-бла, они не дадут такого эффекта, как даст правильное питание сбалансированное. Или Что нет? угодно мы не едим, это обязательно баланс нутриентов, белков, жиров и углеводов. Мои подопечные, я едим только чистые по составу продукты, без ароматизаторов, усилителей вкуса, Е-кодов, консервантов. То есть это очень важно, качество пищи, это прям вот верхушка, это нужно соблюдать обязательно. Вот как раз по поводу баланса нутриентов, Да. правильно сказал? Да. Смотри, ты дипломированный нутрициолог. Тяжело ли на все это выучиться? Нет, очень легко и просто. Я училась в Академии профессиональных тренеров по курсу нутрициология, и это было как раз в то время, когда у меня родился малыш. Он большую часть времени спал, а я, знаешь, почувствовала себя такой супер женщиной, которой нужно срочно добывать какие-то новые знания. И я училась, параллельно кормила ребенка и как бы его взращивала. Учеба далась мне легко. Смотри, у тебя достаточно развитый, по меркам Республики Коми точно, Инстаграм твой личный. Что тебе вообще этот Инстаграм дает? Он дает мне многое. Это общение в первую очередь, ну и, конечно, клиенты. У меня есть клиенты даже из Германии и из Соединенных Штатов Америки, которые благодаря, я так думаю, Инстаграму, да, обо мне узнали, увидели. Они поздравляют, желают удачи и искренне, как мне кажется, радуются моим каким-то успехам. Если бы не твое тренерство, Так. чем бы ты сейчас занималась? Вот ни твой блог, ни тренерство, что бы ты делала? Никит, ну, тренерство, занимает, я не знаю, может, 10-ю, может, 15-ю долю от всей моей жизни. У меня в жизни две такие большие страсти. Это вот все, что касается правильного питания и нутрициологии. Туда можно и тренерство отнести, да? И телеэкран. И телеэкран, да, все верно. А вот если бы всего этого не было, как бы ты вот поменяла, вот давай, там, допустим, на 10 лет назад отмотаем время, и вот... То есть тебя вообще не существует нутрициологии, Не телевидения не существует, существует. То я бы работала с детьми, потому что вот как раз ты упомянул образование. По первому образованию я учительница. Ну и у тебя русского языка и ребенок. литературы. Да, и у меня ребенок. И вот если, знаешь, какие-то мероприятия, там, взрослые за столом, то меня за столом никогда не найдешь. Меня найдешь в детской комнате, я с ними бешусь, там, играю во что-нибудь, читаем книги. Я очень люблю еще возиться с детьми. Из выпуска в выпуск я говорю всем зрителям, что мое тело ужасно, поэтому давай попробуем какие-нибудь сделать упражнения, научить чему-нибудь, пожалуйста. Отче наш телостроительство – это жим, тяга и присед. Приседания необходимы для того, чтобы держать в тонусе ягодицы и заднюю поверхность бедра, наши ножки. Парням тоже. Ну, конечно. Посмотри, чтобы ноги у тебя стояли на ширине плеч примерно. Чем уже постановка ног, тем больше будет задействована именно ягодица. Тем больше на них будет упор. Ну, естественно, чем шире, да, тем больше на квадрицепс. Теперь осталось сделать приседание, попочку чуть назад и медленно с прямой спинкой ты принял исходное положение. Еще раз, ты сделал вдох, сел, коленки не выходят за носки, прямо чувствую, как есть вот напрягается так? ягодица. Вот сейчас И чувствую. встаем. На выдох. Всегда, какое бы упражнение ты ни делал, всегда у тебя выдох идет на усилие. Далее, вот ягодички ты должен прямо чувствовать. Я понял. Вот на моменте, Завтра скажешь, как они там будет ли болеть, да. поживают, ладно? Молодец. Я Выдох. просто представляю, что наши зрители будут включать на моменте твоего приседания и выключать телек на моменте моего приседания. Пока Женя убежала за креплениями, если после этого сюжета я впаду в кому, вот счет, куда можно перечислять его значение. Обязательное крепление – это техника безопасности. Да, и защелкивай. Все будет нормально, это очень легкий вес. Я думаю, мой сын справится с этим. А сколько сыну? 5 лет. Нет, смотри, у тебя не лежит голова сейчас, она должна лежать. Готов? Да. Полностью. На уровне груди, чуть пошире, хват чуть пошире плеч. Вот давай. Вот так? Да. Опускай груди ровненько. Выдыхай, вот теперь поднимай. Ну и вот тренируйся до завтра. Да? Почему-то напряга в голову пошла. Это, если бы ты был... Это инсульт. Все. Все живы, здоровы. Ни один Никита Чернов не пострадал. Хорошо, давай. Окей. Принимаем. Это второе упражнение. Да. Это был жим. Ну, поехали. С прямой спиной, локоточки наверх,
до конца на выдохе. Это будет жестко для меня. Почему? Нет, тут еще маленький вес. И еще раз. Обязательно плечи назад, грудь наверх. Сделал. И на место. Ну, она же легенькая. Плечи. Плечики назад, грудь колесом. Ну и поехали. Так? Да, подбородку тяни. Нет. Не разворачивай руки. Нет. Вниз опускай. Вот теперь выдох. И вниз. Чувствуешь мышцы? Чувствую плохо. Что еще чувствуешь? Скоро попаду к праотцам. Да? По всей видимости. А эндорфины не чувствуешь? Я Во не время знаю, тренировки знаешь, сколько эндорфинов выделяется? И- Напоследок, вот всем тем, кто вот в этом, я так и показываю, вот что ты можешь пожелать? Посоветуй. Ребята, все в ваших руках, это 100%, потому что были случаи, когда там приходят девушки 130 килограмм на 1,50 м роста, да, и такое есть. И В Сыктывкаре. В Сыктывкаре, да. И самое Мы главное... здесь пол перекладывали. Это желание. Нет, они приходят не на тренировку, потому что с таким весом нельзя тренироваться. С таким весом, вот без шуток, это прям жизнь идет на минуты, на секунды, потому что это... На здоровье это сказывается. Да, однозначно. конечно. Нужно обязательно понять, что нужно что-то менять и браться за себя. Если есть внутренние стержни, если есть искреннее желание, все можно сделать. Вот так вот все просто, когда ты, Женя, взялась за свои внутренние стержни и сейчас, собственно, пожинает плоды того, к чему так долго стремилась. И у вас тоже все получится, правильно? Определенно. Спасибо тебе большое, Жень, за это интервью. Спасибо тебе, Никита. Ну а мы... Приходи, сделаем все. Ой, не надо за больное. Ну а мы возвращаемся в студию. Обожаешь шутки шутить? Окей, если над тобой уже не так смешно. А самое, наверное, страшное – стать жертвой розыгрыша. Или все-таки соучастником. Почему сейчас пранки переживают эпоху Возрождения? Об этом расскажет блогер Даниил Тернин. Смотрим. Расскажи, Дань, что мы вообще забыли на ЖД вокзале? Пранки с тобой снимаем. Ты что, забыл? Ага, а почему я сейчас об этом узнаю? Я не в курсе. Как это произошло? Почему вот ты начал, вообще у тебя все, что сейчас ты выкладываешь, это в основном пранки? Почему это тебе так? Нравится, потому что нравится. Разыгрывать людей. А аудитория? Аудитории, ну, тоже нравится. Сколько у тебя сейчас подписчиков? 3000? 3000. Накрутка, да? Нет. Да? А Вообще, чего улыбаешься? вообще ни одного. Вообще ни одного? Вообще. Окей. А до этого ты что снимал? До этого ничего не снимал. А сейчас? Сейчас пранки. Ну, хоть что. Дальше у тебя какие планы? Куда двигать будешь? Дальше создавать YouTube-канал. И, То есть ты со мной хочешь конкурировать? С тобой, да. Обязательно. Ты первый конкурент в списке. Помимо твоего увлечения блогингом, чем ты еще занимаешься? Я занимаюсь спортом, рукопашные бои. Потому что у тебя очень много всяких фотографий со спортом. Да. Я вообще, Без- когда смотрел фото, думал, тут дылда будешь? а? Без нет, ты что? Не очень. Метр с кепкой. Ну и все-таки, что тебя вот так в интернете привлекает? Ты думаешь, что вот пранки — это живучий формат? Да. Я смотрю и заряжаюсь. Так какой мы пранк все-таки будем смотреть? Попробуем разыграть таксистов. Здесь. Здесь. Не боишься на потом ЖД вокзале. по лицу получить? Нет? Нет? А что бояться? Как будет пранк выглядеть? Из чего он строится? Ты подходишь к таксисту, говоришь, типа, какая цена будет до того пункта. Они говорят, например, 500 рублей. А я подхожу типа, к тебе и говорю, довезу за 100. И интересна их реакция, какая у них реакция будет. А, я правильно понимаю, что это должно сниматься все скрытой камерой, чтобы Да, получить правильно. настоящую реакцию? Да. Окей, давай тогда пробовать. Давай. Погнали. Здрасте. До Микуня за сколько довезете? Да. Братан, тебе куда? Братан, тебе куда? До Микуня? Да. Поехали, довезу за 300. За сколько? За 300. 200, ладно. Да, поехали. Здрасте. А до Микуня довезете? Да. Сколько будет? 400? А ты куда едешь? Микунь, За сколько? 400. Поехали за 300 довезу. За 300? Да. Кто? Я водитель. Чего? У меня электрокар. Электромашина у меня. Довезу за 100. Да. Я тут просто так стою. Не понял. Я тут просто так стою. Да все. Не слышу. Все, успокойтесь. Я здесь просто так стою. Не знаю. Да все, это розыгрыш. Это розыгрыш. Ой, спасибо. Напряглись, да? Просто, я тут не просто так стою. Все, просим прощения, что потревожили. Получил желаемую реакцию, желаемый пранк? Получил. И как тебе? Супер.
Не боишься? Вот там до сих пор стоят, обсуждают ребята. Думаю, убегать скоро. Убегать? Да. Пора бы тебе, да? Да. А как ты вообще относишься к подставным пранкам? Ну, не особо. Не особо, но Не там особо. же можно реакцию, по крайней мере, сыграть. Ну и Конечно, что? там не все Ди Каприо, да, в этом? Ну, это понятно. Но все-таки. Не хотел бы снимать в Нет, таком? вообще нет. Нашим зрителям, которые не знают, чем заняться в своем блоге, пожелаем чего-нибудь. Друзья, занимайтесь спортом. И все. И все. Вот так вот просто? Да. Вот так даже простой молодой человек может начать заняться спортом, потом выстебывать таксистов возле ЖД вокзала и ставить популярным. Спасибо тебе за интервью, Дань. Тебе спасибо. Все, ну а мы возвращаемся в студию. Так, все, вроде все рассказал. Или же нет, конечно, в коми-благосфере еще много-много всяких интересных личностей, а в один выпуск их просто не уместить. Но мы помним обо всех, а интернет тем более. Так что ставлю загрузку блогеров на новый выпуск, а с тобой, конечно же, не прощаюсь. В четверг в 20:00 включай детали неформат музыка на Юргане и насладись настоящим живым звуком. А пока будешь ждать блогеров, не скучай. Просто подпишись на телеканал Юрган во всех соцсетях. Участвуй в конкурсах и просто оставайся лучшим сабскрайбером. Нажимаем «Выйти». Пока-пока!